Башкортостан на 4-м месте среди российских регионов по количеству кадастровых инженеров. Об этом сообщили в Республиканском управлении Росреестра. Обсудим особенности оформления объектов недвижимости вместе с заместителем начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере управления Росреестра по Башкортостану Азатом Тимирбаевым. Азат Адисонович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о чем говорит такой показатель, что Башкортостан на 4-м месте по количеству кадастровых инженеров, насколько развит рынок? Да, действительно, на сегодняшний день у нас получается в Республике Башкортостан чуть больше 1200 кадастровых инженеров. Это из общего количества 39 тысяч кадастровых инженеров по всей Российской Федерации. Ну, это говорит о том, что все-таки рынок нуждается в таких специалистах, значит, спрос на них имеется. И граждане должны быть удовлетворены всеми профессиональными делами, которые непосредственно оказывают нам кадастровые инженеры, и он очень востребован. Каков функционал кадастровых инженеров, по каким вопросам к ним можно обращаться? Кадастровый инженер в первую очередь подготавливает документы для осуществления управлением Росреестра государственного кадастрового учета объектов недвижимости. В первую очередь это для земельных участков он подготавливает межевой план. Для зданий, сооружений, машиномест, иных помещений, объектов незавершенного строительства, единого недвижимого комплекса инженер подготавливает технический план. И в случае, если уже объект недвижимости снесен, то нам нужно предоставить акт обследования. Профессия кадастрового инженера, она относительно новая, с 2008 года. Она появилась. Почему было принято такое решение и ввести именно эту специальность? Эту специальность ввели, полагаем, что в связи с необходимостью прозрачности данной сферы, чтобы этот сотрудник был все-таки квалифицированным в разных направлениях, то бишь своего рода универсалом в своих работах, потому что раньше этим занимался землеустроитель по земельным участкам и специалисты органов технической инвентаризации, это уже по зданиям, сооружениям, помещениям. Ну а в чем это отразилось, новшество это ввели? Оценили же уже эффект, с 2008 года работают люди. В чем выразился эффект от внедрения? Ну, эффект внедрения отразился в том, что более качественные документы предоставляют, и мы можем их контролировать, есть рычаги воздействия. Соответственно, ведем в различных направлениях это взаимодействие, в том числе и через семинары, и через рабочие встречи. И есть комиссии у нас созданные в случае, если кадастровый инженер предоставил недостоверные сведения, заказчик работ может обжаловать наше решение, которое в основном связано из-за неграмотной в некоторых случаях работы кадастрового инженера. Много таких случаев? Обращаются в месяц в среднем 10 заявителей на обжалование. Но обжалуется только решение о приостановлении по государственному кадастровому учету. Какая работа проводится для того, чтобы не допускать такие случаи? Ну, вот как уже было сказано, получается, вот эти рабочие встречи, семинары, контрольные мероприятия связаны непосредственно тем, что мы контролируем все принятые решения нашими государственными регистраторами прав, в части анализа допущенных уже кадастровым инженерам ошибок в тех документах, которые они к нам предоставили. При необходимости мы можем направить эти сведения и в органы прокуратуры, но в первую очередь мы направляем эти документы в саморегулируемые организации, чтобы они уже на своем уровне приняли меры в отношении данного кадастрового инженера. Азат Адисонович, ответственность кадастровых инженеров застрахована на сумму в 2,5 миллиона рублей. Что это означает? Расшифруйте, пожалуйста. Да, действительно, законом предусмотрено страхование деятельности. Считаем, что эта норма введена специально для того, чтобы можно хоть как-то гарантировать гражданам, что в случае непрофессиональных действий кадастрового инженера можно хоть как-то обеспечить возврат ущерба, принесенного этому заявителю. И оно на самом деле оправдано. На практике таких случаев редко, но есть. Обязательно ли кадастровый инженер должен быть членом саморегулируемой организации? Да, эта норма у нас появилась 1 января 2017 года. Обязательство отрегулировано, и без него кадастровый инженер не может выполнять кадастровые работы. А как это работает связка кадастровый инженер, СРО и клиент? Получается, в силу закона кадастровый инженер обязательно должен состоять в саморегулируемой организации кадастровых инженеров.
который непосредственно курирует деятельность своего кадастрового инженера. А клиент уже в случае, если увидит или не понравится ему та работа, которую кадастровый инженер сделал для него, может обратиться в саморегулируемую организацию, а та, соответственно, будет проводить мероприятия по устранению причин, при необходимости по применению дисциплинарных взысканий в отношении нерадивого кадастрового инженера. Вот как раз, наверное, исключаются такие нерадивые кадастровые инженеры из специального реестра. Как ведется эта работа? Расскажите, пожалуйста. Ну, сам реестр-то ведет у нас центральный аппарат, который в городе Москва находится. В принципе, устранение, оно идет в основном по решению суда, а по дисциплинарной комиссии, которая у нас в саморегулируемых организациях, там они выносят предписания, предостережения, ну вот такого рода, так скажем, дисциплинарное взыскание. А уже за более грубые нарушения, там уже, да, могут их исключить из СРО, и тогда эта информация будет отражена в реестре кадастровых инженеров, который у нас на официальном сайте Росреестра имеется. И, соответственно, заказчик будет знать и видеть, с кем связываться в заключении договора и выбрать оптимально для себя кадастрового инженера. Какие варианты урегулирования конфликта с заказчиком существуют при выполнении некачественно со стороны кадастрового инженера? Ну, если кадастровый инженер некачественно проделал работу, в первую очередь заказчик работ обращается к самому кадастровому инженеру, чтобы решить эту проблему, да? Либо же в ту организацию, в котором этот инженер состоит как работник. В случае, если не получил должного результата, то он уже пишет обращение в саморегулируемую организацию. Саморегулируемая организация уже начинает проводить проверочные мероприятия. По итогам уже решают, как поступить с инженером и есть ли возможность отрегулировать данный вопрос, так скажем, в досудебном порядке. Далее уже, если заказчик не удовлетворен действиями саморегулируемой организации, тогда может обратиться в органы прокуратуры. Каким образом осуществляется взаимодействие с кадастровыми инженерами управления Росреестра и кадастровой палаты? Взаимодействие у нас осуществляется те же самые рабочие встречи, рабочие семинары, где мы проводим различного рода обучения совместно с палатой кадастровой, получается, с самими инженерами и с привлечением саморегулируемых организаций. Про комиссии я уже сказал. Далее мы, получается, так скажем, внутри своего ведомства решили, что будем каждый раз при выявлении таких нерадивых кадастровых инженеров их приглашать к себе. Детально будем обсуждать все вот эти ошибки, которые он допускает. И, соответственно, будем дальше решать, как с ним поступить. Либо будем обращение направлять в саморегулируемую организацию, либо уже в органы прокуратуры. Какой эффект ожидаете получить от внедрения такой практики? От внедрения практики у нас основная цель была снижение решений о приостановлении, потому что непосредственно она отражается на самом клиенте, заказчике. Естественно, если без решения приостановления осуществляется государственный кадастровый учет, и клиент, скажем так, доволен, и управление Росреестра в рейтинге будет на хороших местах. Как выглядит в Башкортостане в целом рынок кадастровых инженеров вот по оформлению документов на объекты недвижимости? Что сегодня, какие основные задачи? Основные задачи – это непосредственно, как и раньше было, остается кадастровый учет земельных участков. Далее у нас получается кадастровый учет, ну как и постановка на учет в связи с вводом большого количества жилья, ну и кадастровый учет изменений объектов недвижимости, таких как здания, сооружения, квартиры, комнаты, объекты незавершенного строительства, машинные места вот недавно появились, единый недвижимый комплекс тоже появился как новый вид объекта, но таковых у нас практически мало. Как правильно заключить договор с кадастровым инженером? На что нужно обращать внимание? Ну, первое, определиться с его, так скажем, рейтингом в этом реестре кадастровых инженеров. А влияет ли это на стоимость услуг? На стоимость услуг, ну, это уже решает сам кадастровый инженер, либо юридическое лицо, в котором... Ну, то есть влияет?
Скорее всего, влияет, потому Чем что лучше чем рейтинг, лучше он тем выше работу цена. проводит, тем больше цена. Ну, как говорится, при коммерческих рыночных условиях это должно быть так. На практике это уже вам скажет непосредственно кадастровый инженер. И сам заявитель тоже, проанализировав посредством интернета, может определить и цену, и качество. То бишь качество он определяет, исходя из нашего официального сайта Росреестра, где размещается в том числе и количество принятых решений о приостановлении по тем документам, которые он предоставил. Ну а цену уж, естественно, на непосредственно сайтах, которые созданы кадастровыми инженерами, либо же сайтах этих юридических лиц, где они состоят. Спасибо большое. Это была программа «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения, и мы говорили о кадастровых инженерах.